Правильно, молодец. Теперь па-па-па-па-па-па-па. Что было? Я была. Па-па-па-па-па. Я говорила. Да. Родители Арины до сих пор не верят в это чудо. Их дочь, с рождения обреченная на глухоту, теперь будет слышать, а со временем и говорить. После долгих ожиданий им повезло, и они получили квоту на оперирование органа слуха дочери в Республиканской детской больнице Аксай. Мы заметили 10 месяцев отсутствия слуха у ребенка. И тут начались наши поездки в Алмату по городам искать. Потом стали на очередь по инвалидности. Сначала инвалидность оформили, потом вот на очередь на учет стали. И нам вот в этом году выделили деньги для иностранцев. Нам иностранцы оперировали. Операция очень дорогая. И $30 000 сами мы не могли себе позволить. Мы знали об этой операции, но мы не могли эти деньги найти. Мы не ожидали, честно. Мы не рассчитывали на то, что нам наконец-то такая возможность будет. Это только можно было мечтать. Кохлеарный имплантант представляет собой сложную техническую систему, которая берет на себя функции поврежденного уха. Микрофон, речевой процессор и передатчик представляют собой наружные системы кохлеарного имплантанта. Внутренние части системы, приемник и электроды имплантируются в ходе хирургической операции под общим наркозом. Операция довольно-таки сложная. В ухе там титановая пластинка теперь, то, что это приемник, то, что через него, через приемник будет поступать туда сигнал, и будет восприниматься звук. Но на это нужно минимум много лет еще учиться постоянно. По словам родителей, операция прошла успешно, без осложнений. Теперь самое главное – реабилитационный период, по требованиям которого с девочкой необходимо заниматься постоянно и систематично. И делать это должны специалисты, сурдопедагог и логопед. То, что она уже слышит звуки, бесспорно, но мозг еще не научился принимать и различать звуки. Это долгий процесс. Пока еще они сами своими силами занимаются дома, надеются на лучшее. Радует родителей тот факт, что теперь посещать они будут обычный садик, где дети говорят и слышат. Специалисты определили их в логопедическую группу при детском саде номер 22. Впереди ежемесячные поездки, проверки в Алматы и долгий реабилитационный период.